Доброго времени суток, дорогие друзья! Лето 2024 года в самом разгаре. И сегодня в проекте мы расскажем вам очень много полезной информации и очень нужных советов по тому, как нужно ухаживать за своими растениями на дачном участке. И обо всех секретах этих нам расскажет научный сотрудник Института биологии Иннокентий Аполлонович Федоров. Иннокентий Аполлонович, здравствуйте. Здравствуйте. Но ваш участок – это кладезь знаний. Это практически такая энциклопедия, да, по тому, как нужно заботиться о том или ином растении у себя на присадебном хозяйстве, да. И сегодня такая экскурсия, да. Вот мы часто разбираем, приезжаем к вам в гости, конкретно одно растение, да, или конкретно какая-то группа растений, да. Но сегодня мы решили просто вот пройтись и рассказать обо всем, что мы видим. Вот, то есть будем идти, увидели, рассказали. Увидели это растение, рассказали. Какие-то такие самые основные фишки, как бы сейчас сказала молодежь, да, либо самые основные секретики. Моменты, да. Ага. Ну все, что, пойдем? Для начала куда направляемся? Сначала пройдем вот хвойные породы, да? Угу. Хвойные растения. В Якутии какие же виды у нас произрастают? Угу. Ель сибирская. Вот она, большая. Вот она. Ага. Вот она. Вот это голубоватая с оттенком, да? Угу. И зеленая, центральная якутская. Это южная якутская. Оттенок другой, видно, да? Да. Ага. Чуть-чуть с голубизной, а та Чуть-чуть зелененькая. голубизной. Угу. Притом голубизна нарастает с возрастом при хорошем уходе. Вот кедр. Кедр тоже прекрасно растет у нас. Но это пока маленький еще, да? Кедр научное название сосна сибирская. Кедром в народе его называют. Настоящий кедр растет, ну, в Израиле, да, в Ливане. А это вот наш сибирский кедр. Сосна сибирская. Вот это вот елки голубые, выращенные из собственных семян. У меня большая елка, не раз показывали ее, сибирская. Она дает уже шишки, где-то лет 6-7 дает. И я шишки собираю, выращиваю из шишек елки, выращиваю их тут где-то очень много. Где-то 40, наверное. 40-50, наверное. Это все мелкие вот эти елочки, выращенные из шишечек. Из шишечек, ага. И это примерно какой возраст вот у этой красавицы? Вот этой 3 года. 3 годика. Ага. Вот видите, да, вот палочка, да? Да. Сантиметров 7. Вот это. До осени будет где-то 10. Это вот годовой прирост называется. Годовой прирост. Это елочки 4 года, наверное. 4 годика. Ага. Так, ну это и ваша... хвойные породы, да? Гордость. Гордость. Вот проходим осторожно. Осторожно проходим, чтобы не убить малышек. Тут уже сосна стелющаяся. Кедровый стланник. Тоже выращиваю из семян, привезенных из Алданского района. Сосна стелющаяся. Кедровый стланник. По-якутски балбухта называется. Тоже прекрасно растет в условиях центральной Якутии. Да, здесь уже побольше. Красивейшее хвойное растение. Потрогайте, пожалуйста. Так. Хвоя мягкая, такая нежная. Ой, как будто искусственная, как елочка искусственная. Это дальний родственник елок, пихта. Кстати, в Европе основное дерево для новогодних елок. Вот, я же и говорю, что для новогодних елок. Она и яркая, и мягенькая, да? Она тоже прекрасно растет в условиях центральной Якутии. Видите, вот какой прирост 10 сантиметров. Это за год. Если она дает такой вот прирост, до осени будет сантиметров 15, она прекрасно вот приживается. Здорово. Ага. У меня есть 10-метровая пихта, скоро, наверное, шишки будут давать. И вот елочки тоже. Аянская ель. Где? Двуцветная ель. Как интересно. С исподней стороны небесно-голубая, можно сказать. А с тыльной стороны она травянисто-зеленая. Не изумрудно-зеленая, а травянисто-зеленая. Рядом с ней вот сибирская голубая ель.
с хорошим оттенком она, с малого возраста. Это Ага. считается очень Ага. редко, да? Да, да, да. Сильный оттенок, она будет очень голубой елкой. Он как та, до которой мы дойдем. Мгм. Ага. Значит, это мой маленький питомничек хвойных пород деревьев. Ну, ему можно позавидовать этому И питомнику. вот хорошие растения, хорошие растения. Кизильник блестящий, не наше растение. Оно завозное, но в Якутии очень хорошо плодоносит. Вот многочисленные ягодки видны, да? Ягоды съедобные вполне, но они какие-то безвкусноватые. Но с сахаром ничего получается. Да. Ага. Варенье делать? Варенье. И в основном на семена я использую. Мгм. Семена кизильник блестящий, листья Блестяще. блестящие. Понятно. У нас и растет кизильник, другой кизильник растет. Мгм. Видовое я забыл. Так, Так, переходим. это вот у меня Еще. укрыто синей материей, да? Мгм. Думают, это что такое? Это вот смородина, Гордость ваша. гордость. Она хорошо выросла. нынче. Приоткроем. Чуть Приоткрой-ка вот. покажем. Покажем веточку. Одна Вот. веточка, гляньте, Вот. уже сколько ягодок. Но это только начало ведь, Это да? одна веточка. Да. Ягоды еще не зрелые. Ага. Вчера поливал, они еще будут расти. Ага. Ну, год на черную смородину, на некоторые сорта урожайный. Об этом В году. зависимости от сортов. Мгм. Охту я собрал уже. Пустой куст. С одного куста получилось 7 литров Да вы что? ягод. Вот с этого куста. Все, и она Да. уже не будет плодоносить в этом году, да? В этом году нет. Все уже. Все уже. Ага. Мгм. Ждем урожай черной смородины, который вы собираете обычно с одного куста. Сколько? Ага. С одного куста. Да. Ну, с этого куста, с того куста я по ведру по 10 литров ожидаю. Вот так вот. Мгм. И напомним, это у нас какой сорт? Это вот эти 3 куста, это сорт якутская. Это гибрид охты и черной смородины. Поэтому, Он очень высокоурожайный. да, поэтому ягодки крупные, Ага. да, у нас? Да. Все, запоминаем. Если вдруг на следующем году решите посадить себе Мгм. смородину, смело сажайте якутскую. Осторожно идем за мной. Идем. Ага. Вот она, красавица. Вот моя гордость тоже. Елка, которую я должен перевести на усадьбу к сыну. Мгм. Она приросла за лето 10, 20, 30, 40, 45 сантиметров. Уже, да? Ну, где-то сантиметров 60 годовой прирост будет. Мгм. Это елка возраст где-то 7 лет. В прошлом году она приросла на сантиметров 45. Мгм. Вот видите, у меня рост 1,70 м, и она уже повыше стала. Повыше стало. Ага, 80 Когда сантиметров. планируете ее пересадить? И как? Самое Слушай, главное. пересадка деревьев производится где-то вот, когда температура дневная опускается ниже 20 градусов. Мгм. Хвойные породы. Это обычно в сентябре. Делается до 25 сентября. Мгм. До устойчивых морозов. Когда корка земли начинает замерзать, можно только прекратить. Это конец сентября, Мгм. начало октября. Вот. И рябинки прекрасно растут. Вот. Рябину я научился семенами. Тут у меня получилось и акация, и рябина все вместе. Мгм. Акация огромная, 4-летняя, 1,90 м, наверное, да? Мгм. Ага. На некоторых рябинах появились ягодки. Мгм. Это уже собственные семена будут. Да. Вот. Никуда ходить не надо собирать. У меня большой рябины маточника нету. Вот отсюда я буду семена брать этих рябин. А акации зачастую это же для ландшафтного дизайна, да, растения? Акация – это лучшее растение для озеленения города Якутска. Улиц, учреждений. Вот А, она вот такая вот. очень, так сказать,
Ага. Красивая, такая Вот- объемная. Вот она, акация. Красивая, объемная, хорошо формируется куст. Мгм. Можно делать разные Стрижки. архитектурные формы, Мгм. вплоть до живой изгороди. Да, да, да. Живую изгородь, живой забор называют ее. Мгм. Ага. Она как бы создана самой природой для Ага. этого. Движемся далее. Движемся далее. Это вот у меня золотой корень. Он отцвел, завядает. Надо будет сырье, очень лекарственное сырье, энергетик, стимулятор иммунитета. Надо будет убрать, и тогда отрастет второй урожай зеленой массы. Потом И собираете, второе цветение будет. потом собираете, сушите. Просто да? руки не дошли. Мгм. Тоже буду. Она мясистая очень. Мгм. Суккулент. Потрогайте-ка. Мясистые листья, мясистый стебель. Мгм. Ага. Ее буду сушить, вот, следя за температурой своей такой бани. Баньки. Ага. Так, движемся далее. Движемся далее. Кизильник блестящий говорил. Кизильник блестящий Ага. был. Она Маленький вот в сейчас. Якутии не очень высокая, поэтому я ее считаю перспективной для создания зеленых бордюров. А, Вот хороший бордюр из них получится. И такой очень Ага. яркого цвета насыщенного за счет этого Насыщен. блеска, да? Да, да. Одна из главных пород кустарников в Европе, Западной Европе, Ага. для живых изгородей. Там она, конечно, высокая. То есть это все по ландшафтному дизайну больше, да? Теперь мы видим Целое поле. большое число растений, да, красивых таких растений. Это яблоня сибирская. Тоже выращивал из собственных семян. У меня имеется там маточное растение. Собираю семена и высеваю. Вон на заднем плане яблоньки 3-4 лет. Но они уже куплены. Пойдут на какую-то улицу. Одно из наших министерств уже забило, скажем Ага. так. А плодоносить яблонька это когда начнет? Примерно в каком возрасте? Вот они, видите, да? Мгм. Им 4 года. Когда им будет, через год, когда им будет 5 лет, да, Мгм. пойдут первые цветы. То есть они первые яблоньки, яблочки сформируют. Мгм. Сформируют, и яблочки у яблони сибирской мелкие. Она так и называется яблоня сибирская ягодная. Но яблочный насыщенный такой вкус Вкус есть. присутствует. Присутствует. Хорошо. Мгм. Так. Тут у меня тоже маленький питомник есть. А здесь кто тут у- размножается Тут у у нас? меня тоже из флоры Якутии, да, Мгм. вот обилие желтых цветов. Это курильский чай. В тайге ее много. Мгм. Она очень хорошо входит в культуру. Видите? Просто для красоты тоже? И очень хорошо размножается делением корня. Все понятно. Из одного растения можно получить, большого растения, 10 растений. И можжевельник. Можжевельник это, Можжевельник. Любимое растение Чингисхана. это очень Чингисхану, полезно. великому Чингисхану, человеку тысячелетия, людей допускали после окуривания дымом из можжевельника. Считался, что после этого от человека изгонялись злые духи. Мгм. И чистый, очищенный человек уже заходил к повелителю, потрясателю вселенной, Да. Чингисхану. Можжевельник это местный, якутский? Ага, местный якутский можжевельник. Мгм. Родом из горного района. Ага. И вот осинки, прекрасные осины. Осина, вот это, родом из Алданского района. Она несколько отличается от нашей центральной якутской и формой листьев, и формой, и цветом стеблей. Ну, много отличий. Мгм. Она более пышная будет, чем центральная якутская. Хотя это один и тот же вид. Осина – это просторечие осина, да? А научное название – тополь трясущийся, потому что листья трясутся. Да. Ага.
Создается тут ощущение. небольшие тополя у меня растут. Вот вы посмотрите, грубо говоря, на 2 квадратных метрах уживается все у Иннокентия Аполлоновича, и все дружненько растут вместе, да? Якутский тополь душистый, вон, за осиной. 2 родственных растения из одного рода, разные виды. Род называется тополь. Тополь душистый и тополь трясущийся. Трясущийся мне Осина. как-то по душе, у него там листики такие Да. интересные. Некоторые говорят, что его нельзя там во дворе садить, а наоборот, это растение, которое отпугивает злых духов, тополь. Здесь у меня вот в прошлом году посеял семена рябины. Вон только Можно начинает. сказать, всходы, молодые растения, ювенильные растения рябины. Тут как будто бы изрежено, да, ну где-то около 200 экземпляров рябины. Еще они взрастут, и все мы увидим чуть позже, да? И они через 2-3 года вот превратятся в такие растения. Здесь у меня, опять же, кизильник Блестящие мы уже видим. И пошли вот сарданы. Здесь росли алые сарданы. Вот они. Мясокрасная форма лилии пенсильванской. Привез я клубни из Алданского района. Сардана размножается, вот луковица, да, она распадается на множество, на сотни чешуек. А эти чешуйки можно использовать как семена. Да. Делать бороздку и вместо семян чешуйки вот так вот. И тогда у вас вырастут распределить, такие растения. Да, и вот? вырастут эти растения. То есть, по сути, можно взять одно растение и из него сделать очень много, да? Сотни Мы растений. это делали в одном из выпусков нашей программы, поэтому если вдруг вы захотите получить такой результат, то посмотрите наш выпуск, и, собственно, лилии будут на вашем участке. А это вот другая, из более южного региона, лилия тигровая. Она где-то из Уссурийского края, и то ли из Амура. Она хорошо идет в Якутии, размножается вот бульбочками, смотрите. Вон какие. Бульбочки – это не семена, они в пазухах листьев. Это видоизмененные стебли, можно сказать. Но они, если их зарыть в землю на 1-2 сантиметра, вырастают в новое растение. Да, вы что? Поэтому в народе их называют семенами. Она еще не зацвела, вот бутончики только образуются, вырастут такие большие, крупные сарданы с кудреватыми лепестками. Красота будет. Красота будет. В крапинку. А ее правильнее надо было бы назвать лилия пантеровая, Да-да-да. леопардовая. Леопардовая. А Назвали почему-то ее тигровой. тигровой почему-то. Хорошо. Тут у меня редиска, лук. Слева от вас Вот. посеял осенью прошлого года. Это акации, молодые акации. Тут тысячи появились, тысячи и тысячи. Вот у меня места не хватает, территории не хватает. Если все это рассадить хорошенько, можно получить количество акаций, достаточное для города Якутска. Вот с одной такой грядки, товарищи. Да. Это, считай, 3 квадратных метров 6, с 9 квадратных метров. Да. Так, здесь. Здесь облепиха. Облепиха. Это ягодное растение, инорайонное. Это облепиха крушиновая из Иркутской области. Очень хорошо, дает много-много ягод. Они буквально будут облеплять, надо осенью посмотреть. Много-много ягодок скоро образуется. Тоже хорошо растет у нас, да? Раздельно полое растение, есть мужское, есть женское. Чтобы иметь большой урожай ягод, нужен мужик. Мужик, вот он стоит. Позади вас мужик. Пышный, роскошный, а женщины молодые, девушки, можно сказать. Поэтому не настолько. Ой, запашок, конечно. Да. Так. Полезная вещь в том плане, что сюда я собираю мясистые сорняки, обрезанные листья своих овощных растений
Я их не бросаю, не выкидываю, Не сжигаем. не сжигаю. Я их в ванну заливаю водой, тут закваска есть, и все это бродит. Миазмы, о чем свидетельствуют такие определенные миазмы, которые здесь витают. Ага. Ароматы. Ароматы. Но это все потом уходит вновь Ага. обратно на наши грядки. Вот это вот залог высокой урожайности моих овощных растений. То есть их листья возвращаются обратно. К ним. К ним. Такое безотходное производство. Ага. Здесь вы его периодически перемешиваете, да, вот это вот всю компостную Да. эту вещь? Я и выращиваю для города, для строительных компаний акации. Вот Тут это у меня акация. разного возраста. Мгм. Однолетки, двухлетки, трехлетки, четырехлетки. Места мало, поэтому они все вместе у меня здесь. Сотни и сотни акаций. Акаций. Ну, то есть, я думаю, лет таки через 5 наш город преобразится благодаря вашим акациям, да? Да. Хотелось бы, чтобы Быстрее это все было, да? И побольше. Выделили территорию мне. И тогда бы еще лучше Да. было бы, да? И это тоже все пойдет на улицы нашей. Ну, все, надо Столица. просто знать, что это, конечно, дается через колоссальный труд. Естественно. Ага, Это годы, Ага. это годы годы. усердия, терпения. Проходим дальше. Школа рябина-кизильника. Это природный гибрид рябины и кизильника. Они в природе на реке Тинтом, в бассейне реки Тинтом, они каким-то путем два неродственных растения скрестились. Да вы что? И получился такой уникальный природный спонтанный гибрид рябина-кизильник Позднякова. Поздняков – это фамилия исследователя, который впервые описал это растение. Мгм. Здесь у меня это смородинки молодые, здесь у меня вот вишенки. Так, вишенки маленькие. Вишенки из семян вырастут. Эти вишенки за лето вырастут сантиметров на 50 до осени. Лилия азиатская выращена тоже из собственных бульбочек. Бульбочки это на стеблях, Да-да-да. там у меня есть лилии. Я собрал все бульбочки и получил вот такое вот количество. Огромная, большая такая лилия с большими такими нежно-кремовыми, желтыми, золотистыми цветами. Мгм. Иннокентий Аполлоныч, то есть вы зачастую любите из растений производить растения, да? Вот вы все-таки придерживаетесь такой логики, да, что вот растения должны размножаться подобным способом, да? Да. Ага. У вас И есть- я сторонник того, чтобы какая-то у моих растений была преемственность, да? Да. Ага. И, то Свои есть, собственные линии. да, и у вас практически у каждого растения здесь есть ясли, детский сад, школа. То есть вот вначале они совсем маленькие, это уже у нас детский сад, да? Вот Да. это, или ясли Да. еще? Это детский сад. Вот это детский сад. Мгм. Потом это все переходит на другую грядочку, рассаживается, превращается в школу, а потом уже готовые растения радуют глаз. Это смородина. В прошлом году черная смородина, в прошлом году вы видели. Видели. Нынче урожайность еще выше. Какая красота! Мгм. Ну, как всегда, надо попробовать обязательно. Не попробовала, значит, не видела. Кладезь витамина. Ягодки крупные размером. Некоторые ягодки размером почти с черешню, да? Да, Мгм. очень вкусно. Вот. Вон, гляньте. Мгм. Вы только посмотрите на размеры этой смородины. Напомним, какой это сорт. Это сорт ядреный. О, поглядите на нее. И сколько вы собираете с этого куста обычно? В прошлом году этот куст, это один куст, он сам распространяется. Некоторые побеги, особенно длинные, они соприкасаются с землей, укореняются, и растение как бы идет вширь. А в прошлом году я 2 ведра собрал. Ну, нынче, наверное, 2,5, побольше будет, видимо. Видимо, да. Да. Какая она вкусная, просто невероятно.
к Иннокентию Аполлонычу очень хорошо приходить на участок. Всегда можно что-то поесть. Мгм. Он угощает всегда своим урожаем. Поэтому помимо знаний, которые ты получаешь здесь, еще Мгм. можно и вкусно вот поесть. Мгм. И действительно, если говорить об участке, сколько у вас тут соток? А у меня, собственно, ядро Мгм. участка, это 9 соток. А от озера, от болота я отвоевал где-то еще пару соток. Вот Ну, так. получилось Ну, 11 соток. То есть, можно сказать, совершенно небольшой участок. Но обратите внимание, если с грамотным подходом к нему вот относиться, то здесь может произрастать очень большое количество растений. Все они друг с другом дружат, никому здесь не тесно. Ну а самое главное, те растения, которые должны плодоносить, они плодоносят с потрясающим результатом. А те растения, которые должны расти и радовать глаз, посмотрите, как быстро растут. Самое главное, мы видим, да, прям результат тех же елочек, которые за год вырастают аж на 10-15 сантиметров. Вы представляете? И все это вот в такой тесной, но очень дружной компании. И это все благодаря кропотливому труду Иннокентия Аполлоныча. Каждый день с утра до вечера поливаем, окучиваем, удобряем. И, кстати говоря, Иннокентий Аполлоныч не любит использовать химию, да? То есть вы практически не используете ее на своем участке. Это никакие ни добавки, ни подкормки, ничего такого не используете. Я сторонник натуральных удобрений. Это навоз, скажем так, травяной настой, плюс чистая древесная зола. Все очень просто. Вот секрет Иннокентия Аполлоныча. Иннокентий Аполлоныч, спасибо за потрясающую экскурсию. Я думаю, многие зрители для себя возьмут отсюда полезную информацию. Ну а в целом, если вы хотите получить консультацию Иннокентия Аполлоныча, вы можете связаться с нами, мы передадим его контакт. И я думаю, Иннокентий Аполлоныч не откажет вам в консультациях, правильно? Да, правильно. Всегда рада. Спасибо, Иннокентий Аполлоныч. Ждем урожая. Пожалуйста. Я думаю, вернемся к вам уже ближе к осени и посмотрим на то, что у нас здесь выросло. Хорошо. А на этом мы не прощаемся. Увидимся с вами. До новых встреч.